Чувашии готовятся к новогодним праздникам. Меры по обеспечению безопасности на каникулах обсуждали в Доме правительства. Несмотря на то, что в республике массовых масштабных мероприятий не планируется, экстренные службы не теряют бдительности. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На новогодних представлениях ожидается аншлаг. Театры и дома культуры республики готовятся принять более 80 тысяч человек. Их безопасность будут обеспечивать сотрудники частных охранных организаций, народные дружинники, волонтеры, пожарные и полиция. В соответствии с паспортами безопасности Республиканского учреждения культуры и искусства оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, звукового оповещения о пожаре, кнопками тревожной сигнализации и системой видеонаблюдения. В Чувашской республике планируется провести 1142 новогодних и рождественских мероприятия. В республике, как и в прошлые годы, определили места, где можно запускать фейерверки. В МЧС предупреждают, что во дворах и на мероприятиях с массовым скоплением людей это делать запрещено. У пожарных есть вопросы и к световой иллюминации. Отмечаем для себя это использование световой иллюминации различных гирлянд, которые не отвечают требованиям пожарной безопасности, без соответствующих сертификатов. Порой эти гирлянды сутками горят, и никто за ними не следит, и это становится причиной пожара. Следующая проблема – это переполнение залов. Когда мы наблюдаем, что в детские сады приходят там не только дети, но и там родители, отец, мать, бабушка, дедушка, и зал, который рассчитан там на 20-30 детей, наполняется более 100 человек. Еще одна задача – предупредить пожары. В МЧС рекомендуют муниципалитетам провести рейды в частном секторе и напомнить о мерах безопасности. В протоколе все эти рекомендации и задачи обозначены. Если к протоколу нет дополнительных предложений, тогда его утверждаем, в кратчайшие сроки доводим до ответственных лиц, и задача их реализовать в полной мере с тем, чтобы не допустить тех или иных инцидентов. Угрозой для квартир чаще всего становится газ. Из-за неисправных водонагревательных котлов, неработающей вентиляции и утечек только в этом году произошло 6 несчастных случаев. 30 января 2022 года на квартирном доме номер 11 по улице Чапаева в селе Аликово произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире. 14 ноября текущего года на квартирном доме номер 41 по Игерскому бульвару также произошел взрыв малой интенсивности. Причина та же самая, была оставлена посуда на варочной плите без контроля, также произошло выкипание и погашение конфорки, и при попытке повторного зажжения произошел взрыв малой интенсивности. Несчастные случаи можно было и предупредить. В этом должны быть заинтересованы собственники квартир и управляющие компании. В Госжилинспекции говорят, что в республике 248 домов не заключили договоры на техническое обслуживание и ремонт оборудования. Глава региона поручил сделать упор на информирование жителей. Ролики и другие материалы, которые общедоступны для населения и могут быть распространены в троллейбусах, в других, по другим каналам в виде социальной рекламы. Далее, я думаю, что правильно будет, допустим, там систематически, особенно допустим, перед началом отопительного сезона и в ходе отопительного сезона периодически рассылать СМС-информирование с конкретным текстом. Нужно разобраться и со случаями несанкционированного подключения к газовым сетям. Нарушители должны быть наказаны, отметил глава региона. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.